рамках проведенной работы, мы ее делали не одни, мы привлекали и Министерство экологии, и организации, которые ведут сегодня бизнес на территории республики, и с депутатами, и скажу отдельное спасибо представителям Общественной палаты. И, соответственно, были сделаны акценты на 4 района, которые находятся в юго-западе нашей республики, в которых сосредоточен на самом деле основной потенциал. И где, конечно же, имеется инфраструктура. Начиная от железнодорожной, соответственно, мы затрагиваем Алданский район, и продолжая личной инфраструктурой, это Ленский, Алекнинский район. Что хотелось бы здесь дополнительно сказать. Конечно, вы видите, здесь граница Юсмайского, соответственно, района. Это создает предпосылки и возможности, ну, за счет близости к Алданскому району, к его инфраструктуре, развития лесопромышленного комплекса и на этой территории. Помимо ресурсов, конечно же, было оценено и качество, с учетом тех данных, которые у нас имелись. Не секрет, что многие годы лесоустройство не проводилось, и сейчас государство делает на этом акцент. В инфраструктуре есть проблемы, связанные не только магистральные дороги, да, ну, как ЖД-транспорт, речной, автомобильный, ну и, конечно, лесопровозные дороги, ну и ряд других проблем, о которых чуть позже еще отдельно остановлюсь. Если рассматривать в целом о лесозаготовке, лесопереработке, вы видите результаты прошлого года, 2019, вклад районов в общий объем и показатели 6 месяцев. Мы на сегодня видим определенное снижение этих данных, понимаем, с чем это связано. В первую очередь это износ основных фондов. Сегодня составляет при работе с предприятиями, еще раз этот факт, этот процент, он взят не просто предположением, а благодаря работе плотной с предприятиями и износ основных фондов. Вопрос, о котором я говорил, о слабо развитой лесной инфраструктуре 0,8, вы видите, менее единицы, так как у многих регионов, в которых развит лесопромышленный комплекс, этот показатель просто по определению не может быть таким низким, в разы больше. Лесоустроительная документация, темпы перевооружения, старение кадров. Вроде бы, конечно, комплекс вопросов есть, но необходимо, конечно, их решать. Здесь в этом направлении мы видим, да, начну сначала с инвестпроектов, отчасти вы из них слышали, это и проект «Алмаз», и топливные гранулы, и Якутстресурс. Вы видите, что суммы инвестиций существенные, направление не только заготовка, но и лесопереработка, соответственно, производство пиломатериалов и пеллет. Кстати, пеллеты, история связана не только, что это вид продукции, но это и возможность решения проблемы с отходами производства. Что на сегодня? Есть ли инструменты? Да, они есть. Конечно, вот Минэкологии после меня будет доводить информацию об актуализации и о проведении лесоустройстве. Сегодня мы прорабатываем, направили ряд приложений по магистральным лесовозным дорогам. Развитие биоэнергетики, вот на примере использования щепы в Ленском районе, станция, вы знаете, работает на сегодня, и здесь получается синергия двух предприятий вместе. Деревянное домостроение, соответственно, этот момент предусмотрен в нашей концепции, которую сегодня реализуем и ведем совместную работу. Вопрос, связанный с внедрением модельных проектов, на примере, например, компании «Алмаз» и «Диамантера», когда одни занимаются лесозаготовкой и лесопереработкой, но не хватает объемов, не хватает собственных средств, и, соответственно, привлекается компания, которая ставит свой модуль и успешно ведет дальнейшую переработку материалов в новом направлении. Новые направления, да, это привлечение на базе лесоустройства новых предприятий, либо развитие уже существующих. И помимо этого, вот, на сегодня мы, например, проводим актуализацию спроса на материалы лесопромышленного комплекса учреждениями и ведомствами, чтобы понимать, какие закупки осуществляются, какие объемы, и, соответственно, предлагать этим либо нашим действующим предприятиям, либо новым потенциальным предприятиям
о развитии этих производств на территории республики. Ну, к примеру, там детские сады, да, если закупают стульчики, столы, то почему бы это не делать на территории, на нашей территории, только производить его, ну, из того же, из нашего дерева. Кластерное развитие имеет важное значение. Когда мы работаем сегодня с потенциальными новыми нашими инвесторами, мы говорим о том, что сегодня заходят предприятия, рядом с ним могут образовываться небольшие производства, которые могут осуществлять хранение, которые могут осуществлять транспортировку, также дополнительно лесопереработку, дальнейшее, ну, например, упаковывание и отправку. И, соответственно, тем более количество рабочих мест будет создаваться на нашей территории. Кадровое обеспечение. Здесь в этом вопросе работаем, ну, это сельхозакадемия сегодня, сегодня уже это университет по подготовке кадров, благо ректор очень хорошую работу проводит по привлечению и нового оборудования к себе. Я когда в прошлом году до пандемии у них находился, мы пробовали, как говорится, и сам сидел за рычагами, да, смотреть, что действительно оттуда будут выходить подготовленные кадры. Но не только это. Я не могу не сказать о проведенной работе, например, по поддержке правительства республики, по поддержке наших предприятий, которые на сегодня уже реализованы. Например, по предприятию «Алмаз» в межведомственной комиссии согласовано выделение поддержки на развитие этого предприятия, ну, с процентной ставкой годовых, соответственно, целевым использованием в размере более 200 миллионов рублей. Что это позволит? Ну, в частности, это основная вообще задача этого кредита, да, льготного кредита, приобретение спецтехники и пилетной линии. Вот как раз те моменты, которые обозначаем, да, то есть и биоэнергетика, и переработка, в этих и проблемы, связанные с устаревшими основными фондами, вот как раз это решение помогает в развитии данного предприятия. Витимская лесная компания при содействии правительства и Минпромбиологии, в частности, было поддержано решение о реструктуризации долговых обязательств на срок до 7 лет. Опять-таки для чего? Для того, чтобы, и причем обозначены были задачи по лесозаготовке, по лесопереработке и так далее. Понимая задачи, которые у нас стоят до 2024 года, вы видите, да, несмотря на сегодняшнее снижение определенное, пусть пандемия повлияла на этот момент, тем не менее двукратный рост, задача достаточно амбициозная. Как еще к этому можно прийти, помимо тех шагов, которые на сегодня предприняты? В частности, в прошлом году заключили соглашение с Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей, провели в этом году встречу, ну вот уже в формате видеоконференц-связи, как сейчас с вами мы общаемся, на которой, соответственно, представили возможности этой площадки, провели совещание с брокерами, которые помогают компаниям заходить на биржу. Что это все вместе потенциально дает? Сегодня нужны управленческие ресурсы для того, чтобы найти потенциальных клиентов. Биржа позволяет заходить на нее, и клиенты уже там имеются. Помимо этого, почему эта площадка? У них есть положительный опыт реализации продукции на экспорт, в частности Китай. И вот мы сегодня работаем с нашими компаниями, чтобы они эту возможность активно использовали. Буквально на той неделе проводили совещание с компаниями, они прорабатывают механизм реализации данного подхода. Также разрабатываем административные механизмы, письма, вот, буквально на днях отправили по сертификатам, когда у нас компания отправляет, например, экспортную продукцию в сторону Европы, учитывая срок его действия там, и ограничения во времени, и с учетом схемы доставки из Якутии, то это, конечно, накладывает существенные ограничения, и проблема с его продлением, и даже продление не дает возможность иногда, да, эффективно реализовать продукцию на экспорт в страны Европейского Союза. Буквально вот на днях отправили от министерства письма поддержки в адрес Минвостокразвития, в адрес Минприроды, чтобы рассмотрели, поддержали в этом направлении. Конечно же, проект, вот «Алмаз», например, о котором я сказал, сегодня ведется работа по расширению лесной базы. Это основа, да, то есть когда если при приходе инвестора он будет смотреть, а какой потенциал
разработки имеется у данного проекта. Соответственно, распространение совместно с Министерством экономики механизма территории опережающего развития. Поэтому, констатируя, хочу сказать, проблемы есть, они накапливались в отрасли годами. Пандемия определенным образом, конечно же, тоже повлияла, но тем не менее есть механизмы, вот и как раз электронный формат, который сегодня, да, он позволяет и стимулирует предприятия к использованию электронных площадок для развития своего бизнеса потенциала. Правительством предпринят ряд определенных мер, о которых я вам сегодня сказал, поэтому рассчитываем на исполнение данных целей, которые вам сегодня представлены. Спасибо. Спасибо. Вот, вопросы у меня есть. Сейчас вопросы потом. У нас ограничение по времени. Давайте мы вначале заслушаем все доклады, а потом будем задавать вопросы. Так, просим выступить руководителя якутского филиала ФУГУП Якут Лес Геофорк Сарглана Поликарповну Амосову и проинформировать о проделанной работе по определению, по обновлению данных по лесным запасам республики. То есть максимум 10 минут по раз. Здравствуйте. Слышно меня, да? Слышно, ага, слышно. Ага. Ну, Рослесинфорк, как ведущая лесоучетная организация, в эти годы, значит, за последние 3 года мы провели государственную инвентаризацию лесов Якутии поэтапно силами лесостроителей со всей России. В этом году мы завершили полевые работы. Конечно, в условиях коронавируса это было очень сложно. Закончили сами северные лесничества. И в итоге, значит, будет проведена актуализация баз данных. И самое главное, особенность нашей Якутии заключается в том, что в свое время лесоустройство проводилось в советские годы в большинстве случаев, и с методами фотостат-инвентаризации и так далее. И все почти материалы лесоустройства у нас находятся на бумажных носителях. В ходе вот этой работы за счет средств федерального бюджета полностью будет создана цифровая основа материалов лесоустройства. Что, конечно, в современный век сидеть с этими бумажными картами, большими таксационными описаниями, это, конечно, не дело. Но думаю, что сейчас все филиалы, которые были задействованы в этой работе, это омские, томские, читинские, амурские и другие филиалы, они сейчас занимаются камеральной обработкой тех данных, которые получили в ходе полевых работ. Кроме этого, Рослесинфорк за счет, опять же, федеральных средств по государственному заданию проводит работу, которая называется «Установление границ лесничеств». Установление границ лесничеств – это, значит, полностью определение каждого лесничества с последующей постановкой на кадастровый учет. Но на сегодняшний день где-то 70% территории сделано. Тоже в работе задействованы специалисты со всей России. И думаю, что вот эти работы сделаем. Но благодаря нашей настойчивой работе с федеральным центром, хочу сказать, что почти что 50-60% всего планового годового задания по России осуществлялось вот эти 3 года в рамках масштабных лесоучетных работ именно на территории Республики Саха-Якутия. Также, значит, что касается того лесоустройства, которое проводилось в советское время, да, конечно, это очень трудоемкая работа, связанная с таксацией. И мы прекрасно понимаем, лесоустройство начали делать послевоенное время и делали вот плотную, даже в последние годы был 2012 и так далее, да, и особенно главное делали в советское время, и тоже делали лесостроители со всей работы, со всей России. Мы прекрасно понимаем, ну, реально нужно смотреть на вещи, что это очень многомиллиардная, скажем так, и даже немного, наверное, триллиардная стоимость вот этих работ. И сейчас в данное время, значит, лесоустройство – это полномочия, которые переданы республике. Это не полномочия федерального центра. В свою очередь, республиканские органы исполнительной власти в области лесных отношений заказывают лесоустройство
так как средства выделяются в виде субвенций минимальные, они проводят лесоустройство, размещают на конкурсной основе только ну, есть такая рекомендация, потенциальные для, скажем, для дальнейшего использования арендаторами и так далее. С 2015 года, значит, не только мы, но и другие организации, это конкурсная процедура, кто побеждал, проводили лесоустройство отдельными участками, как и в Ленске, как и в Алекне, в Алдане. И сейчас начались подготовительные работы по Усмае. На сегодняшний день эти участки, на которые выделялись федеральные деньги, в оборот не вовлечены, скажем так, лесозаготовки там не начаты. Поэтому, ну, в принципе, получается, что работа проведена, и все это пока что лежит, скажем, на бумаге. Ну, поставлены часть участков поставлена на кадастровый учет, по ряду участков проводились, видать, аукционы, но это еще один раз подчеркиваю полномочия органов исполнительной власти. Так, ну я хочу сказать, вот тут больше говорим, тема нашего общественной палаты была о состоянии лесного хозяйства и лесной промышленности, но судя по основному докладу, я поняла, что мы опять начинаем переводиться только на лесную промышленность, да, но я как человек, заслуженный лесовод России, практик, который проработал всю жизнь в лесном хозяйстве, опять не делаем акцент именно о состоянии самого лесного хозяйства Якутии. А состояние лесного хозяйства Якутии — это прежде очередь, это использование, охрана, защита и воспроизводство лесов. И самое главное, приоритет в лесном хозяйстве Якутии, ну, с моей точки зрения, да, это должно быть охрана и защита лесов, охрана лесов от пожаров. И в этом году уже, мы сами знаем, защита леса, это начинается очередная, скажем, вспышка сибирского шелкопряда, да. И я вам хочу сказать, вот в ходе лесных, ну, как по лесным, ущерб от лесных пожаров колоссально, в разы, я не знаю, может, сотни раз выше и наносит больше урон нашей ранимой северной природе, чем вот эти, скажем, лесозаготовки. Ну, лесная промышленность. В советское время лесная промышленность готовила в год 5 миллионов кубометров. Сейчас я знаю, что готовит где-то примерно, ну, наверное, 200 тысяч кубометров готовит, не готовит. Я такими данными не владею, потому что я, еще один раз говорю, у нас другие задачи, мы лесной промышленностью не занимаемся. Ну, по охране лесов от пожаров нужно обратить особое внимание, я считаю, общественной палате, общественникам, именно в части того, что усиление материально-технической базы, это пожарных наших служб, это обеспечение, значит, кадрами. И самое главное, конечно, увеличение численности. Сейчас очень много говорим, что у нас пожары есть в контролируемой зоне, неконтролируемой зоне, но бесконечно увеличивать площадь, ну, как мы говорим, все хотим сейчас, должны везде тушить, да, но в советское время парашютистов было 1500 человек, ну, сейчас, я не знаю, может, данным не владею, но сейчас, может, 200 человек. Что мы хотим? Конечно, пожары у нас горят, да. Техника, до 100 летательных воздушных судов летала ежедневно на территории Якутии. Охраняемая площадь была 110 миллионов. Начиная, там была Верхнеколымская авиабаза, Колымское отделение, авиаотделение. Везде на северах были авиаотделения. Если даже сейчас сказать одной фразой, увеличить, значит, сказать, давайте откроем, парашютистов наймем, авиаотделение откроем, да, начинаем упираться в места базировки. Начинаем упираться в малую авиацию. Это вертолетная техника, это самолеты для авиапатрулирования, да. Одна проблема рождает другую проблему. И, конечно, в свое время очень много применялось. Я очень рада, что в этом году начали, и ну, последние годы пытаются возродить применение взрывных работ при тушении лесных пожаров. Но самый главный упор раньше делалось именно на технику. Техника, которая делала бы устройство Минполос, это плуги и трактора. Их все равно, хоть сейчас в этом году тоже, я знаю, большие по нас проекту поступила техника, но на всю нашу огромную республику она
недостаточно. И вот эти вот в результате пожаров, которые леса сгорают, а сейчас очень много стало и верховых пожаров, мы все понимаем, что это урон непоправимый, скажем так, и вечная мерзлота наша тоже довольно-таки не так восстанавливается. Если в каких-то районах она восстанавливается, на северах восстановление идет очень медленно. Как вот наши полевые работы по государственной инвентаризации лесов проводились, например, один и тот же филиал работал у нас в Алдане, например, в прошлом году работал по Мирному, а нынче работал по Колымскому. Так вот, ребята приехали с Колымы и сказали, там на прошлой гаре, когда мы обследовали прошлые гари, там лесовосстановление совершенно другое. То есть там почти нет лесовосстановления, хотя гари очень прошлые старого года. Поэтому давайте, если тему ставим, я хочу сказать, общественной палате, или мы говорим о состоянии именно лесного хозяйства, или о состоянии лесной промышленности. Или если на 1 час отводим эти такие большие крупные темы, то нужно рассматривать и то, и это. Ну и еще один раз, пользуясь случаем, хочу сказать, еще одна большая проблема в лесном хозяйстве Якутии, если мы говорим о современном, это одна из самых низких заработной платы в лесничествах. У нас лесничие, да, люди, которые целое лето пластаются на пожарах, да, получают 30 тысяч в месяц или сколько, я не знаю, какие последние данные, может, орган исполнительной власти скажет, там, да, а библиотекарь, например, получает там 60, 70 и так далее, и так далее. И не надо думать, что лесники работают только летом, а зимой очень много работы. Но теперь вот в части лесной промышленности, я знаю, сейчас очень многие общественники выступают полностью за запрет лесозаготовок, да, но я хочу сказать, единственный, ну, скажем, есть такие понятия, как лесной план республики, лесохозяйственные регламенты лесничеств. И если в лесохозяйственных регламентах лесничеств, все должны прекрасно понимать, если мы в каких-то кварталах лесных кварталах ставим полный запрет зоны, как вид использования заготовку древесины убираем, это означает, что мы убираем заготовки древесины для всех категорий, в том числе для нашего сельского населения по договорам купли-продажи лесных насаждений. На сегодняшний момент по одногодичным договорам купли-продажи лесных насаждений у нас население готовит, ну, я, наверное, 500-600 тысяч кубометров в год, тогда как лесная промышленность готовит там 100-200 тысяч. Вот это очень большой пласт, да, когда люди на дрова готовят в сельской местности, на дома себе рубят и так далее. Там идет вырубка такая изреживающая, не очень, ну, скажем, такая, уменьшающая полноту лесонасаждения. Но люди все равно должны готовить. У нас коренные малочисленные народы имеют право бесплатно получать по нормативам древесину, да? И опять же, если мы зоны какие-то ставим, что там вообще не будет, запрещаем, его запрет идет по лесному законодательству такой, что мы должны для всех запретить его полностью. Ну, вот на этот нюанс я хотела обратить внимание. Спасибо. Ну, я не готовилась, ну, так вот это. Ну, и поэтому 1 час о состоянии лесного хозяйства нужно вообще отдельную тему именно поднимать, и не смешивать ее. Или мы говорим о состоянии лесного хозяйства Якутии, или мы говорим о состоянии лесной промышленности. Ясно. Это совершенно 2 разные ветви. Ну, мы здесь вот в общественной палате 2 мероприятия проводили по лесным пожарам, по лесохозяйственным палам весенним и так далее. То есть, как бы, у нас работа по лесному хозяйству ведется. Тогда сегодня мы обсуждаем, я поняла, лесную промышленность, да? В основном переработку, ну и состояние лесного хозяйства мы хотели. Так, переходим ко второму вопросу. У нас этот самый технический вопрос. Возможно, у нас лимит времени в 40 минут, да, может быть, то есть лимит времени 40 минут, поэтому через 10 минут возможно отключение, но мы повторно вот эту конференцию запустим, и да, через несколько секунд просьба повторно подключиться, если будет отключение. Вот, и в связи с ограниченностью времени, как я уже говорил, все прения после выступлений, и переходим ко второму вопросу, и просим информацию представителя Института межзвездноведения
Сибирского отделения Российской академии наук Федорова Александра Николаевича. Пожалуйста. Ну, не слышно, не слышно. Алло. Слышно. Очень слабо. Микрофон можете вот так держать, возле рта. Да, хорошо. Да, так лучше будет. Так, пожалуйста, подключите демонстрацию экрана. Отключено. Вы организатор. Подключили? Подключили. Так, видно, да? Нет, пока нет. Нет. Так, сейчас. Вот, ага. Так. Появилось, да? Видно. Так, видно вам, да? Да, Что видно. у меня не видно. Видно. Мгм. Так, я, с Института мерзлотоведения я хочу, конкретно я хочу коснуться вопросов лесозаготовок в Верхней Амге и по Алдану. Так, сейчас мы вообще, когда говорим, мы вообще не представляем, что у нас природа совсем изменилась. Вот на этом слайде посмотрите, да, вот это вот центральная Якутия, Усмая, Исить, и примерно среднегодовая температура повысилась на 3 градуса. Это очень большое влияние. Ученые во всем мире говорят, что вот в Арктике и особенно в Якутии это одно из самых больших изменений, потеплений в мире. Ну, я особо так касаться не буду, об этом все вы знаете. Так, влияние потепления на вечную мерзлоту, тоже вот я просто слайды покажу. Вот это, вот что происходит с вечной мерзлотой. Дальше, вот конкретно участок Юнгюле, Алданском районе, это ООО Вудлен-24. Мы посмотрели вот космические снимки, подняли все материалы Института мерзлотоведения, составили карту. И получается, каким образом? Вот 100% этой территории, да, относительно устойчивой территории, это около 30% только. Другие территории, вот значит 70% это неустойчивые, там вообще ничего не надо делать, невозможно. Относительно неустойчивые, там регламент надо совершенно другой использовать. Значит, 70% это там должен быть совершенно другой регламент в этом районе. Верхняя Амга тоже составлена. Я потом покажу, какие результаты мы получили. Вот то же самое. Вот относительно устойчивых, где можно вот рубить, более-менее там, как-то промышленно там, будем говорить, да, это около 30%. 70%, больше 30% вообще нельзя рубить. Но остальное, где-то вот тоже 35%, это надо щадящий режим вырубок только. Так, мы подняли вот это все материалы, знаем, где какая температура, глубина протаивания какая, криогенное строение, сколько льда в этих под лесом, в грунтах. Вот это все подняли. И самое главное, вот подняли здесь, вот видите, да, вот черное, вот над мерзлотой образуется, вот этот скапливается лед и замерзает. Вот в этих отложениях, где мы хотим рубить. Вот здесь тоже вы видите, вот черная вот полоса, это значит лед у нас
самом низу вот этого деятельного слоя вот накапливается. И когда рубится, и когда вот этот мы уничтожаем лес, горит лес или что, вот эта масса грунта полностью сходит вот с этих участков. Дальше. Ну, это вот прогнозы мы сделали, там какая температура может быть, когда мы вырубим, там какое протаивание. Конечно, протаивание это доходит до этого льда. И, конечно, вот этот грунт, он будет скатываться вниз, идти. Ну, значит, вот термокарс, солифлюксы, термоэрозия, оползни, вот они будут работать. И я вам покажу просто пример. Вот эти сейчас космические снимки, они доступны. Вот отнес Амгинский леспромхоз в конце 80-х годов. Это вот Роман Васильевич Десяткин вот мне вот показал вот эти участки. Вы вот лысые участки вот видите, да? Это все вырубленные участки. Дальше смотрим. Склоны. Склоны. Вот красным контуром я оконтурил, где идут вот эти оползни. Вот. Весь грунт, почва, маломощная почва, вот это он скатывается все в реку. Вот эти участки. Это примерно, ну, я не считал, сколько процентов, но это проценты очень большие. Вот посмотрите. Это космические снимки можно увеличить. Вот каждое дерево видно. Вот посмотрите, вот этот участок, около 800 метров склона, да, оно вот скатилось и не может восстановиться этот лес из-за мерзлоты. Вот это из-за изменения мерзлоты, то, что мерзлота не держит вот эту почву, да, вот все скатилось. Это оползни. Помните, наверное, вот Амгинскую дорогу, как вот перекрыл массовое количество вот этих оползней. Вы это все знаете. Вот такая ситуация. Вот я вернусь. Вот представляете, да, где-то около 30% вырубленных участков, они представляют голый до сих пор. Это 80-е годы вырубили. Это значит, вот они до сих пор не могут восстановиться. Вот нету восстановления совсем. Дальше смотрим. Это Игорь-Юрье. Это приток Лаппа. Это левого притока реки Алдана. Вот тоже вот видите, около 300 метров полностью уже этого ландшафта уже никогда не будет. И не будет восстановления, никакого восстановления леса не будет. Вот такая ситуация. Что такое вот эта вечная мерзлота и вырубки? И поэтому вы должны обязательно, вот регламент, лесной регламент, лесохозяйственный. Вот действительно, вот эта Саргалана Амосова, она сказала, что надо охранять лес, защита леса. Вот это в первую очередь. И тем более, когда вот такое потепление идет, самое сильное в мире у нас. И вот в таких условиях, я не знаю, кто виноват там, кто, но это разберемся, наверное, потом. И самое главное, вот в таком виде, да, вот осваивать очень вообще практически полностью надо изменить освоение. Вот спасибо. Вот на этом я заканчиваю, да. И, конечно же, мерзлота. Если мы не знаем эту мерзлоту, то можем получить вот такую ситуацию. Это вот наши пашни в Центральной Якутии. Пашни сделали, лес вырубили, да, а сейчас получили бедленд. И, конечно, то, что мерзлота сама не может говорить, а мы должны сами вот эту мерзлоту чувствовать. Спасибо. Ага.
Вот, Александр Николаевич, вы обратно можете нас, вот, организатором сделать, организаторами? Потому что мы сейчас переключили на вас. Ага, Ага, хорошо. Ага. Демонстрацию заканчивает, да? Остановить демонстрацию? Да, ага, все. Ага. Права администратора. Спасибо. Вот на общественную палату права администратора сделайте. Организаторы. Только он организатор будет. Мы должны быть. Правая кнопка мыши. Ага. Правой кнопкой мыши Организатором. сделать организатора. Это я должен, да? Да, вы должны. Ага. Ну что, Право? Правая кнопка мыши. правой кнопкой мыши сделать организатора. Нет, не берет. Остановить. Вы переключайте, пока сейчас мы тогда попросим выступление у представителя Института биологических проблем кариолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук Александра Петровича Исаева. У вас есть презентация? Нет, презентации нет, я так на словах скажу, просто дополню то, что сказал Александр Николаевич. Хорошо. Ага. Ну, во-первых, лес на вечной мерзлоте нуждается в особых подходах при ведении лесного хозяйства, при охране и, конечно, при ведении такой деятельности, как лесопользование. Так как наши леса, кроме уже прописанных в лесном законодательстве водоохранных, водорегулирующих, почвозащитных функций, еще выполняют так называемую мерзлотозащитную функцию. Лес и мерзлота находятся в таком равновесии, которое обеспечивает как превалирование тайги у нас, так и сохранение верхнего слоя мерзлоты, так скажем, поверхностного слоя мерзлоты. Надо иметь в виду, что среди лесов мерзлотного региона особо выделяются леса, так называемые на ледовом комплексе, где под лесом не просто мерзлая земля, но и чистый лед. Вот то, что показывал Александр Николаевич. В связи с этим все лесопользование в таких местах должно вестись с учетом вот этого имеющегося мерзлотного фактора, что в законодательстве в лесном практически не прописано. У республики нашей Якутии, Саха-Якутии, нет собственной законодательной базы по регулированию лесопользования, к сожалению. В свое время был лесной закон в 1992 году принятый. В настоящий момент ни одного законодательного акта, регламентирующего лесопользование со стороны именно Илтумен, со стороны республиканских правовых органов нет, не существует, к сожалению. В связи с этим, я думаю, необходимо включить какие-то, вот тем более, что экологическое законодательство имеется, включая закон об охране многолетней мерзлоты. Вот основываясь на это, все-таки необходимо было бы и законодательную свою базу республиканскую иметь и в лесопользовании. Это достаточно большой, скажем, объем видов деятельности в республике, включая местное население, включая промышленность и так далее. И с учетом особенностей как природных, так и экономических, социальных условий, в том числе и даже этнических условий региона, вот такое законодательство было бы желательно. Тут говорили о проблеме лесных пожаров. Я полностью согласен, что это одна из ключевых проблем в нашей республике. Последние 2 года показали, что это проблема практически мирового масштаба. Но можно сколько угодно сил и средств вкладывать в тушение пожаров,
что правильно, что необходимо. Но без современной системы прогноза и комплексной профилактики лесных пожаров мы не добьемся снижения вот этого показателя лесных пожаров. Лес горит там и тогда, где и когда имеются условия для огня. Есть горючие материалы, готовы сгореть. Сложились соответствующие погодные условия. В связи с этим следует усилить работу по профилактике лесных пожаров. Это санитарные рубки, санитарная очистка лесов и так далее, и так далее. Целый комплекс вот таких мероприятий. То есть наладить... Звук отключился. Александр Петрович, звук отключился. Слышно? Слышно теперь. Ага. Слышно. А то тут написано, что отключен. То есть наладить нормальную лесохозяйственную деятельность. Это требует обеспечения кадрами лесного хозяйства. Именно обратить внимание на органы лесного хозяйства, потому что все-таки их у нас совершенно недостаточно. Затем, в-третьих, о лесной продукции. Мы часто говорим о древесной продукции, но за пределами нашего внимания остаются недревесные ресурсы, запасы которых весьма-весьма велики. У нас в республике использование недревесных ресурсов, конечно, очень затруднено в связи с отсутствием инфраструктуры. Но вот этот вопрос тоже должен находиться в сфере влияния лесопользования, потому что ягоды, грибы мы все любим, лекарственные растения все мы пользуемся, а вот как правильно вести учет, определять нормы изъятия и так далее, вот это, к сожалению, у нас еще совершенно неразработанный пласт нашей деятельности. Ну и думаю, что если бы у нас была собственная законодательная база в области лесов, это бы помогло решать многие проблемы этой нашей отрасли, нашей деятельности. У меня все. Спасибо. Так, у нас выступления завершились. Переходим к вопросам и ответам. Вот, и здесь у нас находится народный писатель Якутии Василий Хараскал. Он хотел задать вопрос, пожалуйста. Так, у меня вот вопросы, да? Первый вопрос к Терещенко Михаилу Викторовичу, да? Вот мне стало известно, что вы родом из Иркутска, да? Иркутской области. А вам знакома деятельность вот вашего, как бы сказать, земляка Маслобойникова по вырубке лесов Красноярска и Иркутска? Что он после себя оставил? Как он свою деятельность там организовал? И почему вот дали ему разрешение на вырубку лесов Верхней Амги и Алдана, где обитают коренные жители нашей республики, малочисленные. Они там только живут тем, что дает тайга родная. Так, пожалуйста. Ага. Так, еще раз день добрый. Я хотел бы обратить внимание, что разрешение на вырубку дает не Министерство промышленности и геологии Республики Саха-Якутия, поэтому я думаю, после моего ответа этот комментарий в ваш адрес даст Министерство экологии. Проводился конкурс, да, на основании, где мог принять желание любой участник, есть к нему определенные требования. Но еще раз, компетентное и ответственное министерство об этом сообщит. Мы, конечно же, со своей стороны... Тогда в Маслобойников дали разрешение. Или вы не знаете его деятельность? Василий, тогда сейчас просим представителя Минэкологии, господина Агеев. Алексей Агеев. Здравствуйте. Алексей Николаевич на данный момент отсутствует, он на другом совещании. И участвует. Так, представьтесь, пожалуйста. Тихонова Алена Николаевна, департамент лесного хозяйства. Пожалуйста. Коротко, пожалуйста, ответьте по существу.
Вам известна деятельность маслобойникова в Иркутске и Красноярске. Почему вы даете таким людям вот, разрешение на вырубку наших лесов? Ну, это по лесному законодательству правильно. Я про лесное законодательство не спрашиваю. Про деятельность одного человека. Почему вы даете лицензию таким людям, я спрашиваю? В данное время они еще не приступили к работе. Ну и что, дали разрешение ваше министерство? Ну, на этот вопрос лучше, наверное, руководство ответит. Я конкретно аукционами, заготовками не занимаюсь. Ну, конечно, вот, конечно. Так, тише, тише. Так, ну здесь вот у нас записались на выступление. Ага, здесь есть руководитель Республиканского общественного движения СИР Иван Валентинович Степанов, пожалуйста. Звука нету. Иван Валентинович, звук включите. Добрый день, добрый день. Я вот считаю, что вот Саргалана Поликарповна очень правильно. Слышно, да, меня? Слышно, да? Алло, слышно? А вот, а теперь не слышно. Может быть, без наушников. Теперь не слышно. А теперь слышно. Слышно, да, слышно, да? Слышно. Слышно, пожалуйста. Ага, хорошо. Ага, так. Я хочу сказать, что Саргалана Поликарповна была очень права, говоря о том, что лес – это богатство, которое нужно использовать, но оно должно использоваться, конечно же, рационально. И Александр Николаевич в своем выступлении аргументированно объяснил, что действительно лес, если можно рубить, но только обходя вот эти, скажем так, оконтуренные в его работе места, их очень, как говорится, это все нужно очень с умом подходить. И вот эта информация о том, что общественники против совсем вырубки, да, и рубки, точнее, но это не совсем правильно. Мы за то, чтобы лес рубился, но он не должен приносить вред, ущерб нашей природе. И вот письмо. Общественники обратились в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Копия обращения, значит, направляется главе республики Александру Сергеевичу Николаеву, а также генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Викторовичу Краснову. Мы, жители Республики Саха-Якутия, обращаемся к вам как к гаранту Конституции, прав и свобод человека и гражданина с просьбой остановить рубку лесов в верховьях одной из чистейших... Кто-то там мешает. Александр Петрович, Александр Петрович, отключите, пожалуйста, микрофон, вы мешаете. Лесозаготовители, заслужившие недобрую славу своими варварскими сплошными рубками в Иркутской области, в Красноярском крае, в Республике Бурятия и других регионах Российской Федерации, которые уже вызвали возмущение народа России летом в 2020 году, как одной из причин масштабных пожаров, по которым вам лично пришлось принимать решение, теперь решили заняться этим на территории нашей республики. Одним из них является человек, который имеет большой опыт уничтожения лесов и ухода от ответственности в Иркутской области и Красноярском крае, Георгий Викторович Маслобойников. Он использует схему, при которой приобретает или создает новое предприятие с минимальным уставным фондом, на которое оформляется лицензия на лесозаготовки. Лес практически полностью вырубается и продается в Китай. А когда приходит время оплаты за аренду, исполнения обязательств по договору, в том числе по лесовосстановлению, то он продает предприятие подставному лицу и уходит от ответственности, заработав огромные деньги. Федеральный канал «Россия-1» опубликовал заслуживающий пристального внимания и изучения информацию про ООО «Вуд Континент», ОГРН 105-381-5000, ровно 348, который работал по похожей схеме в Иркутской области, скупая лес у черных, так называемых черных лесорубов и подобных Маслобойникову людей. Их оборот за 1,5 года составил 5 триллионов рублей, а прибыль более 650 миллиардов рублей. А какой колоссальный ущерб наносится нашей природе? Понятно, что хищническое уничтожение лесов в Иркутской области и Республике Бурятия привело к катастрофическому снижению уровня воды в Великой Сибирской реке Лена в 2019 году.
Возможно, из-за этого и возникла угроза снижения уровня нашего великого озера Байкал. Добавим, что вырубки в верховьях рек называют одной из возможных причин июльского наводнения в Иркутской области, в результате которого погибли 25 человек и был нанесен ущерб пострадавшим районам в 31 миллиард рублей. И это только очевидные последствия. Также незаконная рубка леса зачастую прикрывается лесными пожарами, хотя их причинами объясняется однотипно. Лето очень сухое, люди жгут траву или костры, люди бросают в лесу окурки. Упоминается и осколки стекла, оставленные гражданами в лесу, словно лупа, выжигающая лесную подстилку. Но эти причины далеко не всегда являются причинами пожаров. Ведущий программы «Точка» на НТВ Максим Шевченко в своем сюжете прокомментировал лесные пожары 2015 года. Мой коллега, репортер НТВ Сергей Холошевский, только что вернулся из Бурятии. Битые стекла оказались ни при чем. Тайгу жгут, чтобы продать лес за кордон. Конец цитаты. А ведь действительно количество лесных пожаров в последние годы в Сибири и на Дальнем Востоке резко увеличилось. Не исключено, что этим покрывается нарушение, допущенное при лесозаготовке. В последние годы пожары нередко предшествуют проведению разведки и добычи полезных ископаемых в сибирской тайге. Но, к счастью, не все фигуранты этих дел уходят от ответственности. В августе 2018 года был арестован заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, а на руководителя того же министерства Сергея Шеверду заведено уголовное дело. По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова по всей стране организованы масштабные проверки соблюдения законодательства, направленные на сбережение лесного фонда. С учетом актуальности вопросов декриминализации лесной промышленности, Генеральная прокуратура поручила прокурорам субъектов принять дополнительные меры по активизации надзора на данном направлении. Население, непосредственно страдающее от такого рода деятельности, сильно озабочено проблемой превентивности принимаемых мер, а не борьбой с их последствиями. К сожалению, на наш взгляд, Якутия становится следующим объектом деятельности таких лесозаготовителей. В 2019 году заключены договора аренды лесных участков в Алданском районе Республики Саха-Якутия с фирмами-однодневками во главе с тем же Маслобойниковым. В связи с этим журналист сайта Якутия.Инфо Тимофей Ефремов пишет: не исключено, что события могут пойти по следующему сценарию. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии дождется, пока спилят и вывезут весь лес в Китай по железной дороге из Тамота, где Маслобойников уже присмотрел земельный участок. Подождут, пока поделят прибыль нужные люди, только потом подадут исковое заявление о взыскании денежных средств нарушителя, чтобы он, в кавычках, понес всю ответственность, предусмотренную законом, кавычки закрываются. Ну а в это время Маслобойников тихо выйдет из состава учредителей и руководителей компаний и продолжит свою работу в другом месте по отработанной схеме. А пока, возможно, будут происходить эти события, наши реки Амга и Алдан останутся без леса и, очевидно, с большим букетом негативных последствий. Часть из них будет связана с такими глобальными проблемами, как воздействие рубки леса на зону вечной мерзлоты, которая охватывает всю территорию Якутии. Известно, что вырубка лесов может привести к оттаиванию прилегающей к активной зоне вечной мерзлоты, которая, в свою очередь, вызывает изменение климата, повсеместное наводнение, исчезновение эндемической флоры и фауны, образование пустынь и многие другие печальные последствия. Это, в свою очередь, негативно скажется на условиях существования местных жителей, веками живущих в гармонии с природой. Если мы сейчас не предотвратим вырубку лесов, то получим необратимые результаты. Огромные территории арктической зоны Сибири окажутся под водой или, наоборот, наши реки и озера высохнут, животные и растения вымрут, что достанется нашим детям и внукам. Мы, жители Якутии, просим вас помочь нам остановить вырубку лесов и сохранить нашу уникальную природу. Общественность республики с большим воодушевлением восприняла ваши слова, Владимир Владимирович, сказанные на медиафоруме ОНФ в Сочи 16 мая 2019 года. Нужно, вот кавычки открываются, нужно наводить порядок в лесной отрасли. Там, конечно, и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям, кавычки закрываются. Мы уверены, что эти слова должны стать руководством к действию для всех уровней власти Российской Федерации. Члены Общественной палаты Республики Саха-Якутия, активисты ОНФ, экологи, общественность республики, обсудив сложившуюся ситуацию, предлагают вам рассмотреть наши следующие предложения. Первое. Приостановить реализацию договоров аренды лесных участков в Алданском районе Республики Саха-Якутия с ООО «Ангара» и ООО «Вудленд-24», заключенных в 2019 году, до проверки процедуры их заключения на коррупционную и иные составляющие и до разработки лесхозяйственного регламента, о котором, кстати, говорил Александр Николаевич, с учетом изменяющейся вечной мерзлоты в условиях глобального потепления климата. Второе. Внести изменения в лесной кодекс и систему законов о защите природы, куда включить приоритетом неиспользование леса как хозяйственного объекта, из которого необходимо извлечь прибыль.
как сейчас зачастую происходит, а рассматривать как среду обитания человека, который должны защищать не только общественники и экологи, но и все государственные органы. Третье. Рассмотреть вопрос изменения статуса леса не только как федеральной собственности, но и региональной и муниципальной. Четвертое. Все конкурсы о рубке и промышленной разработке лесов проводить только после общественных слушаний и проведения оценки воздействия на окружающую среду. Пятое. Создать единую систему контроля лесного фонда без разделения на федеральный, региональный и муниципальные уровни. Шестое. Рассмотреть возможность изменения лесного кодекса с участием общественности, ученых, включив в него раздел об охране лесов в зоне распространения вечно мерзлых грунтов. И седьмое, последний пункт. Усилить полномочия, увеличить финансирование и штатную численность лесничеств и сотрудников авиационной лесной охраны, о котором, кстати, говорила Светлана Поликарповна. Извещаем, что общественность республики начинает сбор подписей граждан по данным обращениям, которые будут направлены президенту Российской Федерации. И уже сейчас, значит, согласие подписать уже подписывают, значит, следующие известные люди. Жураковский Александр Витальевич, главный эколог МРОП ГКР, общественные деятели. Барамыгин Николай Андреевич, председатель комиссии Общественной палаты РСЯ по экономическому развитию, экологии и ЖКХ. Чиросов Михаил Михайлович, доктор биологических наук, член Общественно-экологического совета Минэкологии РСЯ. Кордов Владислав Петрович, журналист, общественный деятель. Матвеев Андрей Иннокентьевич, доктор технических наук, академик Академии наук РСЯ, координатор проекта «Экология», член штаба ОМФ. Алексеев Афанасий Павлович, член Общественной палаты РСЯ, сопредседатель ЯРО «Опора России». Шишигина Анна Зиновьевна, председатель инициативной группы «Защитим Амгу». Степанов Иван Валентинович, председатель общественного движения «Защитим Рекулена» и председатель Республиканской общественной организации СИР. Солнышкина Роза Васильевна, народный депутат Государственного собрания Илтумен. Васильев Василий Егорович Харасхал, народный писатель Якутии. Удовенко Иван Иванович, председатель общественного совета Алданского района, председатель Алданского совета по защите природы. Федоров Александр Николаевич, ученый-мерзлотовед, кандидат географических наук. Максимов Иоганн Егорович, ветеран атомной промышленности СССР, кандидат технических наук, отличник охраны природы РСЯ. Андреев Петр Евсеевич, народный артист РСЯ. Седальшев Николай Иннокентьевич, правозащитник. Агатоев Семен Морович, предприниматель, член Координационного совета общественной организации «Защитим Амгу». Шамаев Иван Иванович, председатель СХ общественного центра. Мыранцев Усана Байнайдах, общественный деятель. И многие другие. И, значит, вот, участники, кстати, нашего круглого стола, и Киприянова Любовь Даниловна подключится, и Валентина Никентьевна, значит, Дмитриева, и многие другие уже сейчас просто спрашивают, интересуются, запросили тексты этого обращения, и мы будем проводить сбор этих подписей. Это говорится о том, что мы не ставим задачей приостановить абсолютно рубку. Люди должны, конечно, рубить наши местные в небольших количествах, но та политика, которая направлена на то, чтобы максимально запускать, не задумываясь, лесозаготовителей на территорию нашей республики, это необходимо обязательно сейчас остановить до, значит, принятия лесотехнического вот этого регламента. Спасибо большое, извините. Так, еще есть выступление, попросила Неустроева Сарглана Александровна, руководитель общественного объединения АММА Ирдалым Рецепта. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени общественной организации АММА Ирдалым Рецепта мы хотим внести предложение, чтобы такого рода явления не повторялись в будущем. Мы предлагаем создать комиссию, начать работу о придании статуса национальный парк бассейну реки Амгар. Мы все прекрасно знаем, что при проектировании данной работы войдут все буферные зоны. Это у нас опыты Монголицу, Сарханда, Олыма, Амма и так далее. Вот. И в связи с этим мы приглашаем общественное сообщество, всех жителей бассейна реки Амгар. Это Амга у нас берет начало Полетнинского района, Алданский, Ангельский, Катинский, Карачинский. Приглашаем всех присоединиться и начать работу
планируем написать, выйти с обращением вот нашей республики и начать рекламные работы. Ну, у нас практически всех приглашаем. Спасибо. Так, здесь вопрос от Марии Слепцовой, декана факультета лесного комплекса и землеустройства Арктического государственного агротехнического университета. Пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Ну, предыдущих выступающих я поддерживаю полностью. Мы достаточно очень хорошо, плотно работаем с департаментом по лесным отношениям, работаем Якутлесинформом, Амусовой Саргаланой Поликарповной, Якутлесресурсом. Последние годы мы вот техническим университетом стали, вы знаете, да? Ну, благодаря, можно сказать, это открытие факультета лесного комплекса и землеустройства. Мы готовим специалистов-лесников и готовим специалистов-лесозаготовителей и деревопереработчиков. Тут как раз у Максима Викторовича Терещенко была эта презентация, и он показывает, что нету специалистов. Есть некое вот, я поскольку сегодня ставлю вопрос, мы готовим специалистов-лесников, и через Министерство экологии мы их трудоустраиваем. Ну, можно сказать, в прошлом году мы достигли до 100%. А вот интересно, что есть молодые люди. Мы постарались в последние годы усилить качество образования, вы это очень хорошо знаете. Мы усилили достаточно хорошую подготовку специалистов и материальную базу. Пригласили питерских профессоров, которые преподают у нас. Но, к сожалению, наши ребята не трудоустроены. Лесозаготовители и деревопереработчики. И я бы хотела обратить внимание, что Министерство промышленности также должна внимание положить на эти молодые кадры. Все они парни, достаточно очень хорошей подготовки, желающие работать хоть где. Но вот практически, можно сказать, эта проблема превратилась в проблему каждого преподавателя или проблему вот самого университета и факультета. Здесь сидят все люди, которые к этой проблеме имеют отношение, и я попрошу вот немного, вот, может быть, даже не столько помочь, а вот и обратить внимание и с трудоустройством наших выпускников. По части качества образования, вот то, что у нас преподают и работодателей очень много, практически 20% работодателей мы работаем вот с Якутлесресурс, Алмаз, ну, много преподавателей, вот, производственников. Ну, вот такая просьба. Очень рада, что сегодня Общественная палата наконец-то собрала лесников, вот эта идея, и возможность вот встретиться, и так, ну, хотя бы вы представляли, что такое лесное хозяйство и лесная промышленность. Вот это одна из самых таких отраслей. Мы золото полностью не освоим, бриллианты тоже, алмазная промышленность также в своим руслом идет. А вот сельское хозяйство и лесное хозяйство это является одним из самых таких точек развития всего народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Спасибо. Максим Викторович, вы можете что-то ответить на этот вопрос? Так, следующий вопрос у Владислава Коротова. Так, пожалуйста. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. 1,5 месяца назад совместно с Департаментом лесного хозяйства России Илтумен проводил тоже конференцию, видеоконференцию, в ходе которой были предложения в адрес Илтумена и Министерства экологии о том, чтобы наши
законодатели и наши экологи внесли предложение об изменении в лесной кодекс с тем, чтобы были учтены именно проблемы, вернее, реалии нашей республики, вечная мерзлота и так далее. Что в этом плане сделано за 1,5 месяца? Есть какие-то движения? И вот хотелось бы отметить то, что руководство республики в последнее время воспринимает общественников как некий балласт, как постоянных людей, которые противятся всему прогрессу и так далее. Мы на самом деле, вот, например, не выступаем, как уже Иван Валентинович подчеркнул, да, чтобы рубок не было вообще. Рубки должны быть, естественно, санитарные и для обеспечения нужд населения, но такого, чтобы только в 4 районах массово в большом количестве рубился лес, неизвестно какими хозяйственниками, вот это наводит огромные вопросы, вызывает беспокойство людей. И еще хочу подчеркнуть то, что мы выступаем в защиту не только одной реки Амга, а всей водной сферы Якутии, которая является вот защитой наших лесов и так далее. Потому что в случае высыхания рек и так далее у нас, видите, какие проблемы возникают, да, с верховьев Лена у нас то ли и наводнения бывают, и бывают вообще засушливые периоды. Вот это надо учитывать, предложение. Среди общественников есть, как бы сегодня в обращении услышали, да, не только люди, которые вот движимые чувством патриотизма, тревоги за родной край, не только простые граждане, но и у нас очень много ученых, которые поддерживают, которые дают обоснование нашим предложениям. Так что я прошу руководство республики, Минэкологии прислушаться к мнению общественников и, наконец-то, дать ответы. И вот Илтумен, когда у нас примет предложение Департамента лесного хозяйства России о том, чтобы внести изменения в лесной регламент, в лесной кодекс. Спасибо. Так, представители Министерства экологии. Насколько мне известно, сейчас идет работа по внесению изменений в лесное законодательство. А вот про лесохозяйственные регламенты у нас есть, они по всем нашим лесничествам, по 25 лесничествам есть, они все утверждены в 2018 году. Туда тоже вносятся изменения ежегодно. А вот лесотехнический регламент Алданского района, там по требованию прокуратуры вы в этом году тоже вносили изменения. Эта работа завершена? Она утверждена вот недавно, если я не ошибаюсь, где-то 21 августа, что ли. Недавно только. Так. Ну, у нас лимит времени. Так, и еще просит слово для короткого выступления Николай Никитич Седальцев. Вита Кларчика. Коротко. Вита Кларчика, потом. Коротко. Уважаемые участники круглого стола нашей общественной палаты республики, вот я, как правозащитник, так, в течение этого года, так, надо сказать, почти как только САМКИ пришел сигнал, в нашу тоже общественную организацию Сомолофис, лично мне звонили помочь разобраться, так. Общественное движение «Защитим реку», лес реки Амга и Алда. Вот я держу договор, так, наверное, многие
жителей нашей республики. Этот договор от 10 января 2020 года не видели. Так? Вот здесь договор-то подписан общество ограниченной ответственности «Ангара» в лице директора Мартыновой Юлии Михайловны. А вот все мы говорим, что Маслобойников. А этот Маслобойников Георгий Викторович по всем этим, ну этот договор очень большой, всего 104 страницы, да? Его подписал замминистра экологии господин Агеев, так? Агеев Алексей Николаевич и арендатор Мартынова Юлия Михайловна. И вот здесь написано, так, посмотрите, категория защитности, это верховье реки Амга, нерестоохранные полосы лесов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, защитные полосы лесов вдоль автодорог, вид разрешенного использования заготовка древесины. Вот понимаете, вот именно этот договор пока не изменим, так, но как бы сказать, и срок-то договора аж на 49 лет. Понимаете, вот участок земли, очень большой, огромный участок территории в верховьях реки Амга, Алдан предоставили этим директору Мартыновой, да? И вот в результате переписки с главой республики, с администрацией главы республики, вот у меня ответ, имеется исполняющая обязанности председателя правительства Колодезникова, так, имеется последний ответ руководителя администрации главы и правительства Владимира Афанасьевича Семеновича. Да? Вот где они сами, как бы сказать, вот со всех этих ответов я вижу, что люди просто не понимают, может быть, ответственность за нарушение закона. Вот именно перед заключением этого договора допущено очень большое, я неоднократно объяснял этот вопрос и сейчас настаиваю, так, если, вот они утверждают, что проводили электронные торги, электронный вид аукциона, так, а это же запрещено статьей 29 Лесного кодекса Российской Федерации. И вот люди нарушают закон, и когда им объясняют общественники, так, мы как общественники объясняем, что так-то нельзя было делать, так, и тем более Маслобойников, в этом договоре даже не участвует, он просто этих Слепову и Мартынову, двух, видимо, молодых или старых девушек, так, женщин подставил просто, и через них через подложный документ хочет в лесе урубить лес. А вот тоже общественники наши, Алексеев, там тоже обнаружили, что лес аж в Красноярском крае, да, этот маслобойник аж имеет задолженность на 50 миллионов рублей. И вот он же хочет в нашу республику влезть, а эта статья 81 Лесного кодекса категорично запрещает, и там предусмотрено, по каким критериям не допускается юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ранее нарушали закон, лесной кодекс, они не допускаются к рубке леса. И вот через подставных лиц этот Маслобойников Георгий Викторович хочет работать в нашей республике. А вот всю опасность сегодня экологические общественники очень достоверно рассказали, да? Вот поэтому, вчера я вот ответ Владимира Афанасьевича Семеновича получил, да? И просто прошу и Арсения Сергеевича, и администрации главы, и Министерства экологии, вы же находитесь на государственной службе, устранить всякое нарушение закона. Вот спасибо. Так, слово представляется члену Общественной палаты Афанасию Павловичу Алексееву.
Главной прокуратуры есть тренинг, да? Был. Ну, да. Да, есть, ага. А, Без видео. Ну, просто вот без видео. название организации. Так, у меня вопрос, да, по поручению Игоря Краснова по всей стране прокурорами организованы масштабные проверки соблюдения законодательства, направленного на сбережение лесного фонда. И у меня вопрос, да, по нашей республике какая работа ведет сейчас по этому поручению? Природоохранная прокуратура. Так, видео включите, пожалуйста. Природоохранная прокуратура. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение. Так, по вопросу проводимых проверок, дополнительно Алексея Николаевича Агиева, кажется, нету. Думаю, он пояснит. Но действительно, в текущем году проводили по этому вопросу проверку законности предоставления лесных участков двум организациям Woodland и Ангара. Действительно имелись нарушения при проведении этих торгов, но они касались, связаны они были с выставлением аукционной документации на сайте торгов. При размещении они допустили, в принципе, те нарушения, то есть законодательства лесного, они были выражены в том, что извещение о проведении аукциона, она была продублирована помимо электронного вида, то есть извещение, которое размещается на сайте торгов, она в обличии, то есть в электронном виде, в том виде, что в бумажном виде, которое она представляется на сайт, она содержала иные сведения в части вида использования лесов. То есть там была отражена место заготовки древесины, указывали рекреационная деятельность. То есть, в принципе, любой желающий, изъявивший желание участвовать в аукционе, при ознакомлении с аукционной документацией, он мог при скачивании аукционной документации увидеть извещение в формате Word, вид использования леса как рекреационная деятельность. Но при самой извещении именно в электронном виде, которое было размещено на сайте торгов, она является, то есть размещена без ошибок, и в нем имели сведения о том, что участки предоставляются для заготовки древесины. Но об этом мы Николая Николаевича информировали также по его обращению как представителю общественной организации «Самовакюс» Американу. Письменно мы направляли, еще, если не ошибаюсь, в июне текущего года. Потом в текущем году провели проверку также по порядку вообще организации торгов по этим двум лесным участкам. Действительно, вот в Алданском лесничестве у нас находятся два участковых лесничества, Учурское и Верхнеангинское. И в 2015-2018 году Министерством экологии совместно с филиалом Рослесинфорка проводились лесоустройства на территории этих участковых лесничеств, на территории двух, получается, те мероприятия по лесоустройству, которые были проведены, фактически они не нашли своего отражения в нарушении лесного законодательства в лесохозяйственном регламенте Алданского лесничества. И в результате указанного, вот те кварталы, которые предоставлялись на Верхнеангинском участковом лесничестве, лесной участок, в части целевого назначения категорий именно защитных лесов, не лесохранные полосы лесов, запретные полосы лесов вдоль водных объектов, они, вот эти кварталы в лесохозяйственном регламенте лесничества, они не были отражены, то есть не отнесены были, соответственно, по видам целевого их использования и назначения. Что по этому поводу мы вносили представление в адрес министра экологии с требованием принятия мер по устранению данных нарушений. В исполнении данного представления Министерство экологии приняли меры по внесению изменений в лесохозяйственный регламент лесничества. На сегодняшний день данный регламент утвержден и находится на свободном доступе для ознакомления на сайте государственных органов. В текущем году потом также проводили проверку, там возникали ряд вопросов, связанные с тем, что
определенно лесной участок, предоставленный Ангаре, либо Вудленду, он пересекал ресурсный резерват, это особо охраняемая природная территория Алданского района, Верхнеангинский, буфер Верхнеангинский называется. Там начали проверку по этому поводу в августе текущего года. Установили, что действительно в Алданском районе есть два ресурсных резервата. Это республиканское значение, первый Верхнеангинский с таким же названием, и есть местного значения с таким же названием, но буфер Верхнеангинский. И в ходе проверки установили, что вот на территории вот этого Алданского района буфер Верхнеангинский фактически расположен на землях лесного фонда Алданского лесничества. И по данным кадастровой палаты, частично границы пересекали лесного участка, именно предоставлено пользование Ангаре, то есть лесной участок частично нет, не Ангаре, а этому Вудленд, уже сейчас не помню, одну минуту. Так, вот открыл. Так, сведения Федеральной кадастровой палаты по Якутии, они нам предоставили информацию о том, что предоставленное пользование ООО «Ангара», лесной участок кадастровым номером 5355, ну, заканчивается там длинный номер, не пересекает границы особо охраняемой природной территории местного значения, но другой лесной участок с кадастровым номером номер 5357 заканчивается. Если Николай Иннокентьевич увидит, там в договоре он сейчас прочитал, там этот лесной участок был с двумя кадастровыми номерами. Вот второй кадастровый номер 5357, он частично был расположен в границах буфера Верхнеангинский. Но тут проблема возникла в другом. На момент предоставления лесных участков в пользование вот организации Ангаре, границы буфера Верхнеангинский, они находились, то есть установлена была только зона с особыми условиями их использования, но фактически земля, используемая под ресурсный резерват, буфер Верхнеангинский, он не предоставлен на сегодняшний день пользование администрации и представительным органам Алданского района. То есть земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Пользование, безвозмездное пользование в аренду и так далее предоставляют на сегодняшний день уполномоченный орган, это Министерство экологии. Но на сегодняшний день нарушение федерального закона о особо охраняемых природных территориях представительным органам Алданский район еще в 2018 году были приняты решения на сессии о создании ресурсного резервата местного значения, то есть на землях лесного фонда, тогда как по федеральному закону они подлежат созданию только на землях, расположенных, находящихся в муниципальной собственности. Вот тут проблема имеется в этой части. И по этому поводу мы с коллегами из прокуратуры Алданского района принесли протесты на ряд незаконных муниципальных правовых актов. На сегодняшний день они находятся на рассмотрении. Уважаемые коллеги, слышно, да? Слышно? Ага. У меня просто связь, видео пропало. Подумал, может, обрыв связи. Поэтому мы ориентировали на сегодняшний день председателя, представительного органа Князева Леонида Николаевича, это председатель Алданского районного совета депутатов, как выйти из этой ситуации. Мы видим единственный вариант, конечно же, они, безусловно, по протесту прокурора Алданского района примут меры по внесению изменений в эти решения свои. Предложили им все-таки обратиться в Министерство экологии за предоставлением пользования, не знаю, как они будут это оформлять, то есть в аренду, либо это безвозмездное пользование будет, передача. То есть они должны привести в порядок свои земли, то есть под резерват, фактически он существует, но земля ненадлежащим образом была оформлена. Вот тут проблема, да, имеется. Пока на этом все. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Якутская предохранная прокуратура, заместитель якутского предохранного прокурора Сава Николаевич Степанов. Так, ага. Еще есть вопросы? Так, вопросов. Так, есть вопрос, так, пожалуйста.
тоже природоохранной прокуратуры. У меня вопрос. Я слышал, на территории Алданского района до 70%, по-моему. Вас плохо слышно, погромче, пожалуйста. Территория выделена общинам малых народов севера, но эти земельные участки кадастра... Спасибо, я вас понял. Я эту проблему знаю, да. Уже обращались по этому поводу, обращения сигналы поступали. Имеется в виду, именно эти лесные участки граничат с территориями традиционного природопользования, да, коренных малочисленных народов севера. Вот по этому поводу, в том числе по проведению, на сегодняшний день вообще законодательство у нас республиканское требует проведения организациями, которые планируют осуществлять любую хозяйственную деятельность на территории ТПП, обязательную этнологическую экспертизу. Вот по этому поводу и по поводу фактического проведения работ, ну, на сегодняшний день эти организации, конечно, не начали свою работу, но тем не менее они обязаны провести этнологическую экспертизу. И в этой связи обращения буквально вот в августе текущего года направлены были на рассмотрение прокурора Алданского района Умеренко. Поэтому при наличии вопросов к результатам прокурорских проверок я вам предлагаю обратиться с заявлением к прокурору Алданского района. Они вас проинформируют. Имейте в виду, пожалуйста, они должны там принять меры уже. Хорошо, ясно, спасибо. Вам спасибо за вопрос. Ага, все выступления мы прослушали, так, вопросы заданы. Вот и у меня в решении сегодняшнего круглого стола есть 3 предложения. Это по лесному законодательству России установлена Восточно-Сибирская мерзлотная зона. И вот правила рубки лесов в этой мерзлотной зоне были установлены где-то в середине прошлого века. И вот, ну, по итогам сегодняшнего круглого стола вот мы от Общественной палаты будем обращаться в Министерство природы России, да, и Рослесхоз вот именно по рассмотрению новых, скажем так, условий, да, рубки лесов в Восточно-Сибирской мерзлотной зоне в связи с глобальным потеплением. И второе, вот я предлагаю это написать в администрацию Алданского района, вот, и Министерство экологии, ну, правительство республики, это оформить ОПТ буфер Верхнеамгинский, то есть завершить оформление согласно российского федерального законодательства. Ну и третий вопрос, это вот правительство республики, Министерство по делам Арктики, вот это, скажем так, рекомендовать или обратиться вот по проведению этнологической экспертизы согласно законодательству Республики Саха-Якутия. Ну, я думаю, 3 таких пункта, это достаточно, да, сегодняшнего круглого стола. Так, и 4-е, это вот обратиться к администрациям муниципальных районов о создании национального парка республиканского значения река Амга. Ага. Так. Ну все, тогда спасибо большое, спасибо за участие. Вот надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. До свидания.